я думаю, такие деятели, как Анатолий Анатольевич Добрянцев, своей работой, своей общественной деятельностью вносят огромный вклад именно в сотрудничество двух наших народов, потому что мы все эти годы живем вместе, творим, созидаем. И всегда, в любую годину, якутяне защищали интересы нашей великой Родины. Россия с Якутией исторически сложилась так, что объединяет многие-многие даты. Вот мы сегодня отмечаем 280-летие создания Иркутска-Якутского тракта. Но в прошлом году мы отмечали столетие создания автономии Якутии. И в скором времени мы будем отмечать 400-летие вхождения в состав российского государства. Книги, сотни фамилий, населенных пунктов, исторических мест. Просто определенный такой труд, который, наверное, нас должен не только вдохновить, но и укрепить. 20-летний труд по продвижению ямщицкой культуры, по созданию общественной организации, по изданию различных книг о населенных пунктах, о родах ямщицких. Где-то должен был отразиться, и это отразилось естественным образом вот в этой книге. Но одно слово – добрянцев. Это корень слова «добро», «доброта». Сразу бросается в памяти. Он в душе был вот таким добрым человеком, народным человеком. И то, что касалось вот именно внедрения местного самоуправления для глав муниципальных образований поселений, которые именно в первую очередь при Анатолии Анатольевиче перешли тогда свободным выбором. Это было не назначение, а именно когда волеизъявление народа. Они якуты, они русские, они старожилы, они вложили огромный вклад в социально-экономическое развитие нашей республики, это несомненно. Это связь, это доставка продуктов, грузов, это вот все связано с историей наших государственных и государевичей Немчаков, которые, конечно же, когда Якутия являлась форпостом развития всего северо-востока России, Дальнего Востока, не только Дальнего Востока, северо-востока России, но и даже Северной Америки. И я очень счастлив, что в жизни мне встретился такой замечательный человек. Но, видимо, Бог видит, кто с кем должен встречаться. Мы с ним сразу же при первой встрече на его родине в Кытыл-Журе прониклись друг к другу особыми чувствами. Потому что мы оба выросли в больших семьях по 10 детей. Оба были спортсменами, в нашей республике, по крайней мере, известными спортсменами. Оба интересовались историей своих родов. Вот эта книга подводит итог 20-летней деятельности нашей общественной организации «Потомки государевых ямщиков». В ней собрана вот это огромный труд. Знаете, сколько? 49 авторов статей в этой книге. Конечно, там львиная доля статей принадлежит нашему знаменитому, мы его называем наш идеолог ямщицкий, это Соколову Анатолию Дмитриевичу, и значительная часть посвящена статей, которые написал лично Анатолий Анатольевич Добрянцев. Последний